Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете «Про дело», у микрофона Селима Хасбулатова. Сегодня обсуждаем такую профессию, как мультипликатор. И в гостях у нас Сахаб Шамилов, мультипликатор и автор мультфильма «Дади Берзлой». Сахаб, маршвохов. Да, Лиза. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о своей профессии. Что именно делает мультипликатор? Я уже несколько лет пытаюсь влиться в этот мир мультипликации. До сих пор учусь. Есть где учиться и чему учиться еще. И делано, и там все пока доступно. В первую очередь пишется сценарий. Сценарий писать не так уже трудно, если у тебя есть заметки. Это, я бы сказал, лучший лайфхак для сценариста. Любую идею ты пишешь, а потом, если, допустим, один сценарий закончил, одну серию закончил, приступаешь к новой, и ты смотришь заметки, что с чем можно объединить, в какую тему, и делано. И там у тебя уже создается цепочка, и ты разбиваешь ее. Сначала ввод в тему, затем развитие и окончание. Разные детали ты сам уже добавляешь по ходу. Как вы для себя решили, что вот я хочу создавать мультфильмы? С чего вообще началась эта тяга? До этого я уже несколько раз это говорил, я повторюсь. С детства мне очень нравились мультфильмы, как и любому ребенку. Думаю, у каждого была хотя бы раз такая мечта, чтобы стать мультипликатором, чтобы самому создавать мультфильмы, разобраться в этом. В 2010-м, по-моему, были первые попытки у меня, я уже забыл. Это была покадровая анимация, это очень сложный метод, нужна большая команда и так далее, но я не понимал, я не знал, с чего начать, что спросить, что узнать, вообще ничего не понимал. И делано, и там, раз ты делаешь один шаг, чтобы начать мультфильм, ты уже, сами эти уроки тебя находят в YouTube, в интернете. Ты знаешь что спросить, что искать. И делано, и там я начал свой первый мультик «Адам Техалер Аборг». Там я вообще ничего не понимал. В программе After Effects для анимации я использовал. Чуточку ненавидел ее, потому что она была очень сложная для меня. Потом, со временем, ты разобрался. Какой мультфильм из всех, что вы создавали, был самым тяжелым в исполнении? Самым тяжелым я бы все-таки назвал самый первый. Хотя сегодня я смотрю и скажу, где мои ошибки технические и так далее, даже по звуку. Потому что я ничего не умел. Я действительно до этого не делал мультик и просто решился начать. Ровно в декабре я его начал, ровно через год в декабре и закончил его. А какой хронометраж? По-моему, я не помню, 10 минут или 15, не помню. Это короткометражка уже завершенная? Да. Обязательно, я уверена, наши слушатели посмотрят. Еще раз напоминаю название. Мультфильм называется «Адам Техалер Оборг», правильно? Последний обрек. Ага. Расскажите нашим слушателям про свой следующий проект. Чего нам стоит ожидать? В этом году, да, Мула, я намерен закончить мультик, которого я начал еще 6 лет назад. Мне помог тогда Казбек Исмаилов, он купил мне фотоаппарат, чтобы я мог параллельно зарабатывать, не на постоянной работе, чтобы у меня было времени для мультика. Я начал его 6 лет назад, Казбеку сказал, максимум через год закончу, и он до сих пор ждет, но, иншаллах, в этом году я разбил его на серии, и первая серия, да, в этом году закончу. Сейчас я работаю над озвучкой, звуки тоже почти закончены, музыка полностью закончена. Да, в этом году первая серия этого мультика выйдет. Еще в этом году, да, 6-я серия выйдет детского мультика «Дади Берзлой». 2 года почти проработал в Институте чеченского языка. Там у меня было задание сделать мультик по рассказу одной из учительниц. В этот мультик я, наверное, в следующем году, скорее всего, потому что он сложный, но очень, машаллах, очень красивый рассказ был. Я просто удивился, ты будто кино смотрел. В любом случае, мы будем ждать того, что вы уже успели анонсировать. Расскажите, пожалуйста, чьи работы вас вдохновляют? Есть ли какой-нибудь зарубежный автор, чьи мультфильмы вы смотрите и думаете, хочу сделать что-то подобное? Честно говоря, я авторов и не знаю. Несколько, хотя название не вспомню. Самое первое, что я вспомню, это мультик «Вверх». Всем, наверное, нравится. И музыка, и сценарий, и все. И прорисовка. Если мне предоставят, допустим, выбор, я бы выбрал, а так я не вспомню. У меня с памятью.
Расскажите, помимо вас, сколько еще человек задействованы в создании одного короткометражного проекта? То есть вы занимаетесь и озвучкой, и музыкой, и графикой, а другие люди как-то задействованы в этом? Ну, в озвучке я использую соседских детей и племяшек, а также друзей иногда мучаю. А так вся техническая работа пока на одном, но, иншаллах, в будущем я надеюсь собрать команду. Да, Мукла, это обязательно случится, мы будем ждать. Расскажите, с чего стоит начинать, если хочешь стать мультипликатором, если просто хочешь создавать мультфильмы? Первый шаг какой? В первую очередь нужно понимать, что не нужно быть каким-то особенным, чтобы сделать что-то подобное. Допустим, я понимаю, что у меня еще масса ошибок, масса над чем можно поработать, но если бы я раздумывал над этим, я бы потратил больше времени, чем сейчас. Допустим, у меня уже кое-что есть, иншаллах, в будущем просто буду развиваться и делать это лучше. Хотя я сейчас пытаюсь и стараюсь, но я между делом стараюсь как бы и останавливаться, чтобы не слишком заморачиваться над сценой, например, над текстом и так далее. Одним словом, самое главное – это начать. Да. Какое оборудование нужно для самого начала? То есть хватит ли одного ноутбука с определенной программой, чтобы создать свой первый мультфильм? Не знаю, чем лучше у тебя компьютер. Допустим, мы же, в основном масса из нас может же как-то приобрести компьютер для игр, самый мощный. То же самое, они могут как бы потратиться на это, и это будет, я думаю, оправдано. Нужен хороший компьютер для озвучки. У меня, допустим, я делаю озвучку на телефон. С какими проблемами чаще всего сталкивается мультипликатор во время работы? Нехватка времени. Допустим, я и так стараюсь быстрее это сделать, но если ты хочешь качества, ты должен больше времени потратить на детали, допустим, на динамику, на ходьбу, на взгляд, на мимику, хотя там не очень много движений у них, но все равно это требует времени, это как бы ты сам себя развиваешь, сам себя учишь, себе даешь задание сделать лучше. Помимо этого тебе нужно работать. И эта работа, чтобы качественно была проделана, она тоже требует времени. Из-за времени, единственная нехватка – это времени у меня. Какая у вас конечная цель? Может быть, вы хотите открыть свою студию мультипликации? В первую очередь я хочу этого, чтобы приносило пользы. Не то, чтобы я так беспокоюсь о людях. Я в первую очередь беспокоюсь, допустим, о своих племянниках, чтобы у них была какая-то альтернатива. Допустим, я недавно смотрю даже простой мультик «Свинка Пеппа», вообще безобидный мультик. Три кота, они как бы одним методом нарисованы, как и Дади Берзла. Свинка Пеппа вообще безобидный мультик, но я не хотел бы здесь озвучивать. Вообще для нас было бы неприемлемо тема вот одной этой серии. Я думаю, Алис Панова уже над таким возрастом они уже типа работают. Возможно, они не специально, у них это как бы нормально, но... Это уже различие менталитета. Да, я не говорю, что они плохие, они по-своему хорошие. У нас свое хорошее что-то, своя особенность, у них своя особенность. Я хочу, чтобы дети, это же возраст, мы понимаем, они все улавливают, типа для них все правильно. Что бы мы ни говорили, они просто... Впитывают. Да, впитывают. Будем надеяться, что так и будет, и ваши мультфильмы будут вносить огромный вклад в воспитание наших детей, братьев, сестер и так далее. И напоследок расскажите, какую философию несут в себе ваши персонажи, что вы в них вкладываете, какой реакции, какой отклик в душе зрителя вы ждете, когда создаете характер того или иного персонажа? Мне важно, что думают зрители, потому что вначале я думал, если я уверен, что я прав, что мое дело полезное, мне не нужно, слушать кого-либо и просто делать свою работу, потому что я знаю, что бы ты ни делал, будут и хорошие отзывы, и плохие. Да. Что бы ты ни делал. И поэтому я для себя вначале решил, что главное, что я понимаю, что это хорошо и так далее. Но с возрастом, ты уже встречаешься с людьми, разными мнениями, и как бы анализируешь все, что слышишь. Главное, я понял, допустим, в первую очередь мои мультфильмы на чеченском языке. Пока не хочу переводить, но, возможно, на английский и арабский можно было бы, но на русский язык очень важен, но я боюсь, что если я сделаю на русском, они вообще на чеченском не посмотрят, потому что нет других мультиков наших, чтобы они смотрели. И поэтому в будущем, иншаллах, будут и на русском,
даже аудитория была бы побольше, если бы на русском. Но пока хочу оставить на чеченском языке. Это первое правило. Я осознаю уже в последнее время, что нужно учитывать, что думают люди, что говорят они. Допустим, что говорят дети. Они в основном жалуются, они какие-то у тебя, говорю, спокойные, не такие, говорю, в других мультиках. Я работаю над этим. Я это учитываю, иншаллах, в будущем тоже будет какая-то... Динамика. Да. Будем ждать с нетерпением, и на этом наше эфирное время подходит к концу. Напоследок, что вы хотите пожелать нашим слушателям? Тем, кто сейчас работает, дал Беркти Дойл, тем, кто на дороге, дал не спойл, что дал Мерш Такач Дойл, дал Дикнагу Тилу Дикидаимна. Амин. Огромное вам спасибо, что нашли время сегодня с нами побеседовать. А нашим слушателям я напоминаю, что в гостях у нас был мультипликатор, автор мультфильма Дади Берзуай Шамилов Сахаб. У микрофона была Селима Хасбулатова. Услышимся на следующей неделе.